Как часто и бывают ли случаи, когда вы советуетесь или делитесь мнением с вашим непосредственным руководителем Рустамом Миннихановым, и как он относится к тому, что вы вот с ним делитесь или пытаетесь ему что-то посоветовать? Точнее, даже не пытаетесь, а советуете. Мне очень повезло, что мой руководитель, когда меня приглашал, он исходил из того, что я что-то такое понимаю, что ему будет полезно. Я невероятно благодарна ему за то, что он с уважением относится к моему мнению. И у меня всегда есть право его высказать. Принимает он его в расчет или не принимает, наверное, в разных ситуациях по-разному. У меня ощущения недооцененности и неуслышанности от работы с ним нет, иначе, наверное, я бы не работала. Ну, потому что, а зачем, если ты не нужен? Но вот это право в любой момент поделиться собственной позицией, это очень важно. Для людей типа меня это прям совсем важно. Я же раньше работала советником министра культуры Москвы. Когда я приезжала в Татарстан, я Рустаму Нургалиевичу... Мне всегда казалось, что советник — это круче, чем помощник. Потому что типа, он умный, типа. Я к нему пришла, говорю: Рустам Нургалиевич, может быть, я буду советником? Ну, уже там, потом, когда уже договорились о том, что мы работаем. Он мне говорит: слушай, ты знаешь, советник советует, а помощник помогает. Но, видимо, вот эта модальность посоветовать, она осталась. И я благодарна за то, что у меня есть такая возможность высказать мнение, по крайней мере, точно. Кстати сказать, мне очень повезло, что это право за мной оставляют практически все руководители, с которыми я имею дело. Я очень благодарна за это. Была и остаюсь Ильдару Шавкатовичу, потому что у меня всегда была эта возможность. Я очень благодарна за это Алексею Валерьевичу, я благодарна за это Азгату Ахметовичу, вот всем коллегам своим старшим, Ильсуру Раисовичу в очень большой степени. Мне никогда никто из них не отнимает право высказать свою позицию.